Ну, на этом фестивале мы провели Кубок Республики в рамках фестиваля. Участвовало 84 спортсмена в 3 возрастных категориях: младшие юниоры, юниоры и взрослые. Хотелось бы поблагодарить Управление спорта Республики Саха-Якутия по физической культуре и массового спорта и Министерство спорта Республики Саха-Якутия в лице Гуляева Михаила Дмитриевича. Все прошло на высоком организационном уровне. Отобрались спортсмены на Кубок России, ведущие спортсмены, которые поедут в город Мурманск. И я думаю, надеюсь, что они выступят достойно и будут представлять нашу республику. Ежегодные соревнования, республиканские соревнования по тэквондо. Но, как сказать, соревнования прошли в высоком организационном уровне. Так, в основном участвовали это ДЮСШ номер 5, училище Олимпийского резерва, а также студенты спорткомплекса «Юность». Всего участников было более 40 участников, но зато уровень их выступления ежегодно повышается. Хочется сказать, что такие соревнования, такой фестиваль проходил каждый год. Многие ребята, которые здесь выступили, они участвовали на международных спортивных играх «Дети Азии», также во многих всероссийских соревнованиях. Наш спортсмен, воспитанник, стал 3-кратным чемпионом России. Это показывает, что у нас наши спортсмены могут завоевать высокие места на различных соревнованиях. С каждым годом все лучше и лучше. Такое грандиозное уже мероприятие, то есть ежегодное. Ребята у нас
по виду спорта Киокусинкай вышли все победители городских турниров. Вот, мы их объединили, и в каждой категории по 4 человека. Вот. Соревнования эти уже разрядные, то есть кандидат мастера спорта, вот, ну, имеющие разряды, ребята, уже на кандидата мастера спорта норматив сдают. Вот. В каждой категории по 4 и по весовым. Ну, бои как бы были там и нокдауны, там и нокауты. Ну, уровень очень высокий бойцов. Прошел 9-й республиканский фестиваль боевых искусств. В этом году были проведены 4 чемпионата по различным видам боевых искусств. Это по кикбоксингу с лоу-киком, по кикбоксингу в формате К1, по карате Киокусинкай, по тэквондо и по ушу. Если взять количество участников этого фестиваля, то в этом году этих участников было около 300 человек. Наибольшее количество участников собрали соревнования по ушу, это порядка 190 человек, и по кикбоксингу. Кроме соревнований, фестиваль объединил в себе еще и мастер-классы и показательные выступления. Так, с показательными выступлениями выступили федерации Киокусинкай карате, рукопашного боя, айкидо и ушу. Были проведены мастер-классы по
1 часу в зале борьбы Центра спортивной подготовки «Триумф», где были мастер-классы по тайцзи-цюань, по грэпплингу, по рукопашному бою, по карате и по хапсарай, который сейчас только начинает становиться как боевой хапсарай и русский кулачный бой. Кроме этих мероприятий, в рамках фестиваля прошел круглый стол на тему национальных видов единоборств, в котором приняли участие министр культуры Андрей Савич Борисов и депутаты Илтемен, замминистра спорта и преподаватели СФУ, а также представители боевых искусств. Хочу пожелать всем любителям боевых искусств посмотреть, как проходят соревнования, приходить в спортзалы, тренироваться, заниматься, потому что боевые искусства воспитывают не только умение защищать себя, но и в первую очередь заставляют человека уважать себя, а человек, который себя уважает, он уважает и других людей, поэтому призываю всех заниматься боевыми искусствами.